Мицители, там, начиная от Каца Варламова, заканчивая всякими Фейгинами, Невзоровыми и так далее. Информационные личинки, они, вот именно личинки системы, они десантируются по всей Европе. В Вильнюсе уже работает редакция венедиктовского «Эхо Москвы». В Риге засел Муратов, этот спецлауреат Нобелевской премии мира, со своей новой газетой «Европа». В Париже сформирована редакция Синдеевского «Дождя». Мне тут, кстати, после моего недавнего интервью Юрию Рашкину, он мне прислал реакцию одной из зрительниц от Карины Орловой. И она пишет: а можно попросить вас передать Сотнику, что Синдеева — это система не только и не столько из-за Тимаковой, подруги Тимаковой, которая была пресс-секретарем Медведева, а потому что «Дождь» был построен на деньги ее мужа Винокурова, который украл их с Кудриным на спасении Кит-Финанса в 2008 году. В Кит-Финансе хранились деньги питерских, которые потом были переведены в Банк России или СМП. Все это есть в прессе того времени. Да, конечно, уважаемая Карина, я все это прекрасно помню. Я прекрасно помню все эти истории. Просто в процессе интервью не всегда хочется углубляться в эти дебри. Да? И вот казалось бы, сколько уже было сказано, пересказано про Александра Глебовича Невзорова. А нет. Сегодня стало известно, что он подал на украинское гражданство и таки его получил с формулировкой «за особые заслуги». Ну что скажешь тут? Инфошлюха ударилась озимь и обратилась молодцем, красным молодцем, героем Украины с мужественным лицом, обветренным порохом войны. Не там, обожженным порохом войны. Но прежде чем высказать свое мнение, я хочу донести до вас реакцию политэмигранта и публициста Бориса Стамахина, который уже несколько лет кряду ждал, когда ему пожалуют, высочайше пожалуют статус политбеженца в Украине. Я отрицательно отношусь к этой новости. Для Невзорова, может быть, это и приобретение и удача, а для Украины я не уверен. И я не очень понимаю, какие у Невзорова особые заслуги перед Украиной. Что он, как там написано у Геращенко, что он рассказал правдиво о варварских бомбежках Мариуполя. Вот. Просто, понимаете, я думаю, что я не уверен, что Геращенко и вообще зеленая команда вот эта вот, которая у власти в Украине, хорошо знает и помнит, кто такой Невзоров. А я помню очень хорошо. Мало того, что он был в свое время лоялен Путину и был человеком Путина, и даже доверенным лицом и все такое, он еще до Путина, еще 30 лет назад он был одним из самых таких активных рупоров вот этой так называемой красно-коричневой оппозиции, еще там в начале 90-х. Эти его 600 секунд на ленинградском телевидении были одним из мощнейших рупоров, я прекрасно помню. Вот эта вся тусовка, там Макашов, Анпиев, Терехов, они все как бы не слезали у него с экрана, он был их информационным сопровождением. Тусовка, чтобы все понимали, тусовка была абсолютно такая имперско-реваншистская, абсолютно выступающая за реванш СССР, за возрождение СССР, там, любой ценой, любым путем, несмотря ни на что. Все предатели, враги, там, изменники, агенты ЦРУ, Горбачев, Ельцин, все, не говоря уже о тех, кто руководит отделившимися республиками. То есть для них отделение от СССР республик, той же Украины и других, это была какая-то вселенская катастрофа. Они напрочь ничего этого не признавали. Невзоров был их, так сказать, их знаменем, их рупором. Вот, то есть Путин через 10 лет, придя к власти, просто вот эти все идеи, все эти нарративы Макашовско-Анпиловской, Тереховской, так называемой оппозиции, принял к осуществлению, к реализации, стал действовать по этим лекалам. Невзоров приложил к этому руку еще в начале 90-х. Вот какие сейчас у него особые заслуги, то есть видя, что происходит, видимо, чувствуя нутром, что крах путинского режима неизбежен, он решил быстро перестроиться и перекраситься, так сказать, пойти сразу туда, куда потом пойдут все. Этот пошел одним из первых. То есть все эти так называемые хорошие русские сейчас будут переходить на украинскую сторону. Они все будут перебегать, потому что они понимают, что там уже все. Они как крысы бегут с корабля.
Вот, это все прекрасно чувствуется. Вот. Я не знаю, какие у него особые заслуги. Я как бы не знаю, насколько это, так сказать, насколько это его заслуга, что у него такая аудитория, он там рассказал про бомбежку Мариуполя, и большая аудитория, типа, в Ютубе, у меня мизерная аудитория, но я тоже что могу рассказываю, и я бы хотел тогда упомянуть я о себе тоже, я, может быть, тоже тогда могу поставить вопрос о том, чтобы мне дали гражданство Украины. Я получил здесь статус беженца, и по действующему закону я в статусе беженца должен еще прожить 3 года до момента, когда буду иметь право подать на гражданство. А между прочим, ну, на Невзорова завели там уголовное дело за дискредитацию армии, вот Геращенко пишет. Значит, и это как бы его особые заслуги, репрессии против него, что он, значит, правду сказал, и там уголовное дело сразу. Вот. Я, 12 лет отсидел в путинских тюрьмах и лагерях, я активно защищал чеченский народ, когда его убивали, уже при Путине. Я писал из тюрьмы про Грузию, про грузинскую войну, о том, что оккупанты должны быть вышвырнуты из Грузии. Вот. Я активно защищал Украину, когда был первый акт, так сказать, нынешней войны, когда в 2014 году Путин напал на Украину, захватил Крым и часть Донбасса, сохранились мои статьи, написанные в тюрьме в защиту Украины, в поддержку того, что Крым – это Украина, была статья «Крым – это Украина». Я что мог, делал. Я говорил об этом. Может быть, мне тогда тоже за какие-нибудь заслуги тоже предоставят гражданство, черт побери. Я не виноват, что у меня аудитория значительно меньше, чем у Невзорова. Я не так раскручен, кто бы меня раскручивал, пока я по тюрьмам сидел. Но я тоже поддерживал Украину как мог, и, может быть, тоже Геращенко и Зеленский обратят внимание на это. Это было мнение политэмигранта и публициста Бориса Стамахина. Прокремлевские каналы сообщают, что якобы указ об украинском гражданстве Невзорова был подписан Владимиром Зеленским еще несколько недель назад. Другие называют более точной датой 21 мая. Но по просьбе якобы самого Невзорова об этом не объявляли. Телеграм-каналы допускают, что супруга Невзорова Лидия урегулировала вопросы собственности в России. При этом неизвестно, кстати, приедет ли вообще Невзоров в Украину. Сейчас он базируется в Италии, где, как известно, не бомбят. Со своей же стороны скажу только одно. Невзоров – информационный спекулянт и мародер на этой войне. Он стяжал лавры правдоруба, умело прикинувшись каким пацифистом-антипутинистом. Еще раз, он дружбан Кумарина и инфошлюха Березовского, доверенное лицо Путина и экс-депутат Госдумы. И никакие спецоперации по восстановлению девственности этой информационной проститутки не помогут. И если это решение принято Зеленским, вот просто лично им, могу сказать только одно: это хуже преступления, это ошибка. Такие ошибки на войне могут привести к самым тяжелым последствиям. Информационную троянскую кобылу прямо сейчас заводят на территорию Украины. С другой стороны, вы посмотрите на эфир украинских телеканалов. Посмотрите. Там ведь блистают все переобувшиеся пропагандисты. Там, почти все. Разве что Соловьева со Скобеевой не наблюдается. Но им в Останкино неплохо жрачку в корыто наливают. А остальные прям-таки пасутся, уча уму-разуму, выдавая свои умозаключения за откровение великих аналитических умов. Уровень мы знаем. Путло больное, путло зассало, путло понтуется, да никуда оно не денется, да путло подохнет. Это такие мыслители еще с зоновским, к тому же, сознанием. Зато простые и доступные, как 3 рубля, как профессионалки с квартала красных фонарей. И давайте вот только не будем про зависть, да, хорошо? Не будем про то, кому я там обзавидовался, Невзорову, Фейгину, Навальному. Давайте оставим эту опцию зависти для одноклеточных. Да? Мне с моими талантами завидовать кому-то, да вы что, смеетесь что ли?